середине XIX века в Российской империи возникает общественный слой, названный интеллигенцией. В отличие от других стран, ее отличительной чертой была не столько образованность, сколько оппозиционность власти. Реформы Александра II вызвали небывалый интерес к социально-экономическим и политическим проблемам общества и резкое увеличение числа людей, мечтавших об улучшении жизни народных масс. Этот процесс затронул и национальные окраины. Первыми башкирскими интеллигентами стали Сыртлановы. Что известно о происхождении этой семьи? Чем они отличались от других представителей башкирской элиты и каково историческое значение их деятельности? Как и многие другие представители образованного слоя башкирского общества, Сыртлановы выдвинулись из военной элиты башкирского войска периода кантонного управления. Формируя новую страту, правительство ставило целью заместить лояльным офицерством старую мятежную знать, без конца поднимавшую восстание. И расчет вполне удался. Однако на очередном витке истории именно из этого слоя сформировалась национальная интеллигенция, поднявший вопрос о переменах в обществе. Такова диалектика перехода количества в качество. Родоначальником Сыртлановых был башкир Канглинской волости Сыртлан Айткулов, имевший жительство одновременно в двух аулах – Сыртлан и Шланлыкуль. Его внук Шаги Гордан, благодаря удачному стечению обстоятельств, сумел подняться по карьерной лестнице. В формулярном списке 12-го башкирского кантона за 1845 год указано: кантонный начальник Есаул Шаги Гордан Ишболдин, сын Сыртланов. Из башкирских детей. В походах ранен, в плену не был. Деревянный дом и одну мельницу имеет. После смерти первой жены Мир-Вафы, сестры предыдущего кантонного начальника Шахингирея Нагайбакова, Шахи Гордан женился на представительнице другой фамилии башкирских дворян – Сарви Хараман, дочери Харунжева Муктасима Мутина. Мутины – башкиры рода Гирей из аула Такталачук Мензелинского уезда Оренбургской губернии. Наиболее известными представителями фамилии были старшина Гирейской волости Тимир Мутин, возглавлявший башкирскую делегацию к императрице Елизавете Петровне, а также член башкирского правительства и башревкома в 1917-1920 годах Ильдархан Мутин. Определением Уфимского дворянского депутатского собрания от 19 ноября 1865 года и указом Геральдии от 29 декабря того же года за номером 104 Шаги Гордан Ишбулдинович с 5 сыновьями были признаны и утверждены потомственными дворянами и записаны во вторую часть родословной книги дворян Уфимской губернии. Шаги Гордан нес службу 40 лет, из них половину в должности кантонного начальника. Он возглавлял 12-й и 21-й башкирские кантоны. В деревне Шланлыкулева Белебеевского уезда он владел 2748 десятинами земли, мукомольной мельницей и конным заводом, который был одним из лучших в уезде. От второй жены у Шахи Гордана Сыртланова родилось двое сыновей, в том числе Шахи Хайдар, герой нашего рассказа, родившийся 18 февраля 1846 года. Пользуясь своим служебным положением, Шахи Гордан Сыртланов энергично улучшал свое материальное положение, в чем в те времена ни у кого не пришла бы в голову мысль его упрекнуть. Вскоре он владел более чем 2000 гектаров земли и собственными предприятиями. Однако, в отличие от многих других кантонных начальников, Сыртланов не только обогащался, но инвестировал свои средства и статусные возможности в образование своих детей. Шахи Хайдар и другие его братья поступили в Неплюевский кадетский корпус, располагавшийся в Оренбурге. Шах Хайдар Сыртланов получил образование в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе, как и другие дети башкирских офицеров, как кантонных начальников и башкирских дворян. Он учился на восточном разряде этого учебного заведения. Разрядов было два. Восточный готовил специально чиновников из числа местных народов для дипломатической и военной службы на юго-восточной, южной окраине Российской империи, для ведения переговоров
и ведения боевых действий в условиях Средней Азии. В 1860-х годах он принял участие в большей части российских военных кампаний в Средней Азии. В середине 60-х годов XIX века Российская империя приступила к завоеванию Средней Азии, почти одновременно начав войну против Каканского ханства и Бухарского эмирата. Выпускник кадетского корпуса Шахи-Хайдар Сыртланов в звании прапорщика зачисляется в 3-й туркестанский линейный батальон, участвует во многих сражениях и взятии крепостей, проявляя при этом отвагу. Достаточно заглянуть в его формулярный список. За отличие, оказанное при штурме Ура-Тюбе, награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». За отличие, оказанное при штурме и взятии крепости Джизака, награжден орденом Святого Станислава с мечами и бантом. За отличие, оказанное в деле на Самаркандских высотах, награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. За дела с бухарцами 27 и 28 июня 1868 года под Каттакурганом произведен в подпоручике. За дела с бухарцами 27 июля на Зерабулакских высотах награжден чином поручика. Наконец, 26 октября 1873 года в звании штабс-капитана Шахи-Хайдар Сыртланов был назначен начальником Самаркандского отдела. О нем упоминает в своей книге «Туркестан» Юджин Скайлер. Юджин Скайлер, 1840-1890, ученый, писатель, консул США в Москве, затем секретарь миссии в Санкт-Петербурге, переводчик произведений Тургенева и Толстого, первый американский дипломат, посетивший среднеазиатские владения Российской империи. Скайлер писал: «Префектом Самарканда в это время был капитан Сыртланов, мусульманский джентльмен башкирского происхождения, свободно говоривший на киргизском, тюрки и персидском языках. Когда я жил в его доме, у меня была прекрасная возможность наблюдать манеру, с которой он управлял делами в городе. Жители были очень довольны им не только потому, что он мусульманин, но и потому, что он выслушивал их жалобы и разрешал споры. И был, что случается довольно редко, а потому заслуживает упоминания, абсолютно честным». И кроме того, он приложил некоторые усилия к благоустройству города, то есть он построил по образцу уже существовавших у него на родине русское народческое училище в Самарканде, открыл больницу для местных жителей и ряд других учреждений он также инициировал в своей деятельности. К несчастью, как для населения, так и для высших интересов русского правительства, капитана Сыртланова там больше нет. Генерал-губернатором овладела мысль, что он фанатик, и он был снят с должности. Это было связано с публичным доносом на стиль его управления, связанный с тем, что он посетил пятничное богослужение вместе с другими мусульманами, чиновниками и офицерами, причем был одет как житель Средней Азии, он был в чапане, с ним были до 300 человек нижних чинов, тоже мусульман, которые исполнили пятничное богослужение, после чего самаркандский кадий подарил Сыртланову тюрбан. Петербургская газета посвятила этому инциденту специальную статью, в которой были такие строки: «Демонстрация эта произвела в русских сильное негодование. Русские офицеры выходку эту со стороны офицеров-мусульман приняли за оскорбление русского мундира». Как итог, генерал-губернатор Туркестанского края Кауфман отстранил Сыртланова от занимаемой должности. В следующем, 1875 году, последний уволился со службы и вернулся на родину. Возможно, демонстративное появление Сыртланова и других мусульманских офицеров в мечети с облачением в традиционный наряд местного населения не было случайностью. Возможно, данное действие было вызовом существующим порядком и тестом на толерантность, который российский генералитет и офицерство по причине своей исламофобии пройти не смогли. Так или иначе, этот инцидент положил конец многообещающей карьере капитана Сыртланова. Он вернулся на родину и всю оставшуюся жизнь посвятил борьбе за права мусульман и башкирского народа в частности.
Либеральные реформы Александра II открыли широкие возможности по изменению жизни общества через институты местного самоуправления – земства. Интеллигенция, видя в безграмотности населения главную причину его бесправного положения, направила свои усилия на просвещение, попечение о котором взяли на себя земские учреждения. Прекрасно осознавая суть происходящих перемен, Сыртланов с головой бросается в земскую деятельность. Как следует из формулярного списка о службе, в 1878 году он избирается на должность непременного члена Белебеевского уезда по крестьянским делам присутствия. В 1879 году на должность члена губернской земской управы. В 1887 году на должность председателя Белебеевской уездной управы. И на этом посту он активно продвигал идеи того, что русско-национальные, русско-инородческие училища должны учитывать мусульманский, как сейчас бы сказали, бэкграунд, мусульманскую культуру местного населения, что в качестве закона Божьего там должны преподаваться основы ислама, что в качестве родного языка должен преподаваться тюрки. Взгляды Сыртланова вошли в противоречие с национальной политикой государства. Министр просвещения Дмитрий Толстой изучил опыт французских колониальных властей в Алжире по ассимиляции местного населения, поэтому на одном из заседаний его ведомства было заявлено: конечно, целью образования инородцев, живущих в пределах нашего Отечества, бесспорно должно быть обрусение их и слияние с русским народом. Сыртланов понимал, что без знания русского языка мусульмане не смогут заниматься публичной деятельностью, делать военную или административную карьеру и, следовательно, обречены оставаться пассивными наблюдателями, находившимися в стороне от происходящих в стране процессов. Основная масса мусульман училась в традиционных конфессиональных школах, мектебах и медресе, в которых обучение русскому языку отсутствовало. Однако в русско-башкирские или русско-татарские школы, где преподавание всех предметов шло именно на русском, мусульмане отдавали своих детей крайне неохотно, опасаясь совращения их в православие. Поэтому понятно стремление Сыртланова сделать министерские школы привлекательными для мусульман путем исключения из них миссионерской составляющей. Деятельность Сыртланова вызвала болезненную реакцию лидера миссионерского движения Ильминского. Николай Ильминский – русский востоковед, педагог-миссионер, член Императорской академии наук, один из авторов кириллического алфавита для татар и других инородцев. В 1888 году Ильминский жаловался обер-прокурору Святейшего Синода Константину Победоносцеву. Новый белебеевский председатель земской управы и училищного совета, башкир-чиновник Сыртланов, потребовал недавно от инспектора народных училищ названного уезда Попова увольнения учителя Ивана Кондратьева, якобы за безграмотность. А мне кажется, пишет мой приятель, тут умысел другой был. Вероятно, муллы жаловались Сыртланову на Кондратьева за его усердие к православию. Очень интересно, как характеризует Сыртланова Ильминский. Он отмечает, что он представитель высокообразованного класса, который замечательно говорит по-русски и при этом использует русский язык для того, чтобы защищать культурные и религиозные права своих соплеменников, говоря, что необходимо верить в Бога, необходимо по-мусульмански молиться, а молиться необходимо за государя-императора. То есть неприятие Ильминского вызывал сам склад личности Сыртланова, хотя для современного россиянина это как раз-таки вполне такой образцовый, вполне каноничный портрет человека, который является сыном своего народа, представителем своей религии и при этом российским патриотом. 12 ноября 1905 года имам первой соборной мечети Уфы, ахун и одновременно мударис, то есть ректор мадресе Усмания Хайрулла Усманов, обратился в Уфимскую земскую управу. Мусульмане нашей губернии чуть не более половины всего состава населения всей губернии, и она в числе 1 200 000 человек несет все повинности наравне со всей остальной частью башкирских плательщиков, а в отношении их образования губернское земство не несет решительно никаких расходов.
Мударис просил выделить 3000 рублей на завершение строительства нового кирпичного здания медресе. На заседании губернского земского собрания Сыртланов сказал: «Ахун пишет сущую правду. До него здесь ничего не было сделано. Земство также ровно ничего не делало для магометан, хотя плательщики из них составляют большинство». Просьба имама была удовлетворена. Потому как быстро был решен вопрос, создается впечатление о том, что заявление имама было инициировано самим Сыртлановым. Этот случай имел прецедентный характер, обративший внимание земства на нужды мусульман. Наступил 1905 год. Старый мир, олицетворением которого были личности типа Эльминского или Победоносцева, канул в лету. Результатом революционных событий стали манифесты, провозглашавшие веротерпимость, свободу слова, совести, собраний и союзов. Возник российский парламент, Государственная дума. Популярность Шахи Хайдара Сыртланова среди мусульман Уфимской губернии была очень велика, поэтому он последовательно избирался ими в Госдуму первого и второго созывов. А ведь это были настоящие выборы. Выступая на заседании 2 июня 1906 года, Сыртланов заявил: «Господа, я представитель Уфимской губернии, выбранный тамошними коренными жителями башкирами. От этого народа очень немного членов в Думе. Башкиры приняли подданство России слишком 400 лет тому назад. Это не завоеванный народ». Далее Сыртланов поведал об истории расхищения башкирских земель и в заключении выразил просьбу башкир о том, что когда они дождались учреждения Государственной Думы, то надеются, что отнятые у них земли будут им возвращены. Там проявляется его общественное лицо. Как башкирского депутата, мы можем сказать, именно как башкирский депутат, почему все его выступления были посвящены земельным вопросам башкирского населения. Там были депутаты-мусульмане из других регионов, и Казанской губернии, и немного в шутку, наверное, они его прозвали башкирской земли, башкирт ерлари. То есть он за то, что всегда выступал по этому вопросу в Госдуме, получил такое прозвище. Ну, я считаю, что это почетное прозвище. В 1909 году увидела свет книга казанского журналиста Фуада Туктарова, в которой приводились короткие, часто и едкие, но довольно ценные в своих подробностях описания депутатов мусульманской фракции Госдумы. О Шахи Хайдаре Сыртланове в ней говорилось: «Будучи официально кадетом, по политическим вопросам был значительно правее кадетов. Из-за того, что в Думе всегда поднимал вопрос башкирских земель, ему дали прозвище «башкирские земли». По-татарски говорил кое-как, почему стал предметом насмешек татарской молодежи. Не вполне понятно, что именно подразумевалось под татарским языком, но в устах казанского интеллигента Фуада Туктарова речь шла, по всей видимости, о том литературном языке, во многом османизированном, который в тот момент стал господствовать в печати, в среде буржуазии, в среде уламы города Казани, и отступление от которого в тот момент националистической прессой, националистическими авторами жестоко осмеивались и подвергались всякого рода обструкции. Соответственно, он отмечает, что тот говорил по-татарски плохо, но мы знаем, что Сыртланов блестяще окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, что он замечательно говорил на тюрки, замечательно говорил на персидском, его понимали в Средней Азии. Соответственно, речь идет, скорее всего, о том, что Сыртланов говорил не на казанском языке, а либо на своем родном диалекте, либо на той форме высокого литературного тюрки, которую он усвоил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе. Шахи Хайдар Сыртланов был одним из организаторов мусульманской партии «Иттифак аль-Муслимин», первого объединения мусульман Российской империи, представленного мусульманской фракцией в Государственной Думе. Упомянутый выше миссионер и русский националист Николай Эльминский уже в 80-х годах XIX века писал, что новая генерация мусульманской интеллигенции будет идти под знаменем национального самоопределения, оставив в прошлом требования только религиозного характера. Такие личности, как Шахи Хайдар Сыртланов с его преданностью царю
и Отечеству, требованием признания ислама в качестве равной православию конфессии и восстановления вотчинных прав башкир казались уже в нулевых годах XX века безнадежно отставшими от времени. Видимо, понимая это, шах Хайдар Сыртланов покинул поприще политической борьбы. Его место в Государственной Думе третьего созыва в 1907 году занял сын Алиаскар Сыртланов. Во время Российской империи православные праздники были на государственном уровне, и Галиаскар Сыртланов предложил уравнять эти праздники, то есть Ураза Байрам и Курбан Байрам, чтобы соответствовали православным праздникам и были выходными днями, что, к сожалению, было отвергнуто правительством Российской империи. Но нужно отдать должное о том, что Галиаскар Сыртланов, партия Иттифак аль-Муслимин, смогла уравнять права исламских священнослужителей с правами православных священнослужителей. Будущий лидер башкирского национального движения Ахмед Заки Валиди имел честь быть лично знакомым с Шахи Хайдаром Сыртлановым и даже гостил в его доме. Особенно высоко он оценивал его сына, считая его зачинателем автономистского движения. Покойный Алиаскар и Салимгарей Джантурин в годы революции 1905-1907 годов выступали за право восточных народов на территориальную автономию. Салимгарей Джантурин был казахским чингизидом, помещиком и земским деятелем Уфимской губернии. Алиаскар был известным в Петербурге адвокатом, защищавшим генерала Стесселя по делу сдачи им Порт-Артура. Его прочили в лидеры нарождавшегося башкирского национального движения. Однако эти надежды были перечеркнуты нелепой и загадочной гибелью в 1912 году. Прах Алиаскара покоится на мусульманском кладбище города Уфы. Двое Сыртлановых, братья Равиль и Галиаскар Шахайдаровичи, имели высшее военное образование. Первый в 1905 году в городе Петрограде окончил Императорскую Николаевскую военную академию. Второй 2 годами ранее в городе Санкт-Петербурге окончил Александровскую военную юридическую академию. Причем закончил он данное учреждение с медалью, его имя было записано на мраморную доску академии. Средний сын Шахи Хайдара Сыртланова, Равиль Сыртланов, геройски погиб в 1916 году в ходе Барановической наступательной операции на Западном фронте. 20 июня части 9-го корпуса пошли в атаку. И вот впереди своего 166-го пехотного воинского полка пошел полковник Сыртланов с полковым знаменем, чтобы повести своих солдат в атаку. Они прошли все 35 линий проволочного заграждения. Он ворвался вместе с солдатами на переднюю линию, первую линию окопов противника, и там был сражен пулей, пал смертью храбрых. Тело его было вывезено, отправлено на родину, похоронено в родной деревне. В знак признания его заслуг и как офицера генерального штаба он посмертно был произведен генерал-майором. Он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Это офицерская награда, очень высокая, Георгиевский крест. Смерть двоих сыновей стала страшным ударом для Шахи Хайдара Сыртланова. Согласно подворной карточке переписи 1917 года, он был еще жив. В документе сказано: Сыртланов Шахи Хайдар, сословие башкир-вотчинник, национальность башкир. С ним в доме числился сын 38 лет. Это был его младший из сыновей Юсуф Сыртланов, который, будучи офицером, в 1918 году вступил в ряды башкирского войска, вооруженных сил Первой Российской автономии, Башкирской республики. Башкирское правительство окончательно решили перейти на сторону белых и защищать, вот уже, как они говорили, интересы своего мухтариата, то есть своей автономии. И когда вот в Челябинске началось формирование башкирской армии, когда был там создан Башкирский военный совет и так далее. Он тоже был мобилизован, тоже повестку получил соответствующую, он прибыл и как офицер участвовал в формировании башкирских национальных частей. То есть он участвовал в этой гражданской войне. Ну, это для нас тоже ценно, потому что Сыртлановы – это известные
башкирская дворянская семья. И весьма показательно, что сын Шахайдара, вот, депутаты Государственной Думы 2 созывов, если участвует в башкирском движении, это, естественно, почетно и для всего башкирского движения. В советское время, по понятным причинам, Сыртлановы были преданы забвению, хотя и из других линий этой фамилии происходили герой Советского Союза Муллаяр Сыртланов, а также народный артист Башкирской АССР Рим Сыртланов. После революции там, при Советском Союзе об этом не говорили. Даже мой отец не признавался, что он дворянского рода, допустим. Нигде не афишировался. Дед, когда умирал, показывал, сколько у нас земель было в роду. Родовые земли до революции он показывал отцу моему. Вот, допустим, с горой там поднялись на гору. Вот эту железную дорогу через Буздяк проводил именно моего деда, двоюродный брат Шайхайдар Туре. Единственным живым напоминанием о Шахихайдаре Сыртланове ныне являются лишь пара сосен, посаженных им более 100 лет назад на территории усадьбы, где ныне зияет пустырь. Большинство членов семьи Сыртлановых, Ишбулды Сыртланов, его сын Шахигардан, его сын Шахихайдар, его сын генерал-майор Равиль Сыртланов и многие другие покоятся на родовом кладбище в селе Шланлыкуль. Сыртлановы оставили неизгладимый след в истории Башкортостана. Патриоты своей земли и своего народа, они до последнего вздоха служили своим идеалам, оправдывая тем самым определение интеллигента. Собственно, они и их единомышленники открыли дверь в большую политику Ахмед Заки Валиди, выдвинув начинающего историка в сотрудники мусульманской фракции Госдумы. Борясь за права башкирского народа и в целом всех мусульман, они оставались верными сынами России, мечтавшими о таком устройстве страны, при котором все народы могли бы жить в гармонии.